Здравствуйте, дорогие подписчики. В эфире встреча с интересными людьми. И у нас сегодня на передаче Федор Лазаревич Абутов, внук знаменитого якутского писателя, классика Амма Ачыгыя Николая Егоровича Мурдинова. Федор Лазаревич сегодня нам расскажет о своем деде, о его таких интересных моментах его жизни, может быть, каких-то любимых таких занятиях. Постараемся узнать о нашем писателе как о живом, простом таким человеке, каким его знали ближайшие родственники. Итак, начнем, Федор Лазаревич. Для начала расскажите, пожалуйста, о себе, чем занимаетесь, чем занимались и вообще какое родство такое имеете к Амма Ачыгыя. Амма Ачыгыя Николай Егорович мой родной дед, он отец моей матери, Мурдиновой Музы Николаевны. Сам я отучился на историка по специальности историк, работал во многих разных организациях и теперь работаю здесь, в музее «Россия. Моя история». Вот передо мной на столе лежит книга «Весенняя пора» на якутском, саскике. Это вариант, который был издан в 1994 году, то есть после того, как установилась Республика Саха. И вообще литературе и так далее какие-то новые, по веянию нового времени, какие-то свои приоритеты установились. И здесь, получается, Амма Ачыгыя – это то, что не знали читатели в советское время, да? То есть это тот же роман, но он немножко другой. Какие-то отличия имеет. Николай Егорович – советский писатель. Мы его знаем как советского писателя. Мы знаем, что в советское время существовал соцреализм, и там получается так, что человек должен соответствовать духу времени, да? То есть писать что-то определенное, которое могло бы устраивать общество, могло бы устраивать какие-то потребности того времени. И хочу спросить, вообще некоторые современные люди думают, что в советское время существовал жесткий запрет и так далее, цензура, и что-то запрещали. Что вы можете сказать по отношению к этому роману? Нет, конечно, жесткой цензуре роман не подвергался. И как любое произведение, которое готовится к выходу, оно проходит через редактуру. Редактор делает какие-то свои замечания, какие-то пожелания. И внесли какую-то небольшую корректуру в плане каких-то персонажей подчеркнуть, каких-то, наоборот, поменьше. Но это обычный рабочий процесс. Хорошо, давайте сейчас поговорим о Николае Егоровиче. Какой он был в быту человек? В быту Николай Егорович был обязательный, достаточно пунктуальный, требовательный, довольно-таки строгий человек, но вместе с тем веселый, добрый. Любил ездить на рыбалку, наверное? Конечно, да. Это такие якутские страсти поддерживал. Страшно любил охоту, зайца, утку. На даче у нас озеро, рядом недалеко. Каждый вечер мы туда идем с лодкой. Тащу ему лодку, он там сети ставит, проверяет, потом мы этих мундушек оттуда вытряхаем. Все это, это такой процесс ежедневный. Извините, как часто он ездил в свой родной Татинский улус? Не часто, к сожалению, ездил он туда, но
Ну, в общем, я затрудняюсь сказать, насколько часто, но это было не так часто, как хотелось бы ему. А так, конечно, это, наверное, было сопряжено с его временем, да, графиком и так далее, Ну, с работой. конечно, да, с графиком, с временем. Ну и потом он все-таки пожилой человек, и там дорога-то это сейчас она вроде бы как неплохая, а тогда это же вообще что-то страшное было. А какая у него была библиотека своя личная? Богатая, да, наверное? Очень богатая библиотека. Это, какие там книги были, интересно помнить? Ну, книги, конечно, это классика русской литературы, мировой, ну, в общем, классика мировой литературы, так скажем даже. Там Толстой весь у него был. Горький у него тоже весь был. А вообще, как он работал? Вообще, он, вот как рассказывали, очень трудолюбивый был человек. Он, наверное, сидел и писал целыми днями, да? Или как? Там у него получалось. Да. Это вот он, у него комната эта была специально выделена под его работу. И вот как вот человек обычный уходит на работу, как будто, ну и все, его нету. Вот точно так же он заходит в комнату и все, до вечера там сидит. А как его там другие писатели посещали дома? Ну да, заходили частенько. Самый вот такой человек, который он близко дружил и так далее, из Союза писателей? Это, конечно же, этот Болот Ботур Василий Сергеевич. Он часто к нам заходил, они дружили. А так, ну, другие писатели, ну, заходили не по-дружески, там, по делам. Кто-то, может быть, ну, не так часто. Ну вот, Федор Иванович, что вот бывают разные вот такие дедушки. Есть дедушки вот, или бабушки, например, бабушка, да, вот главного героя романа «Весенняя пора» Микиты, вот, который очень много чего рассказывает там, и так далее. И по-якутски, как говорят про таких людей, сиртуннюге. И ну вот Николай Егорович в этом плане для внуков каким человеком был? Ну, для вас, например. Он был очень интересным собеседником. Мы с ним подолгу разговаривали. Вот обычно он, как вот старые люди, они пьют чай долго. Вот все покушали и ушли. А вот пока он чаю не допьет, мы все это разговариваем. Всякие разные темы затрагиваются. Это не так, что какой-то пустой треп, а вот буквально все. Он интересуется мнением по вопросу, рассказывает вот какие-то случаи из жизни, какие-то байки, может быть, где-то это. Ну, очень даже интересно это было. Я никогда не спешил убежать по делам, а вот лучше с дедушкой поговорить. Там, просто вот он рассказчик был, к тому же, очень, очень хороший. И, в общем-то, какую-то даже незначительную, пустую новость какую-нибудь может преподать так, что заслушаешься и подумаешь, что это вот самое главное было. А вообще он как работал? На пишущей машинке или… Нет, он писал рукой, причем почерк у него был ужасный. Как потом машинистки это разбирались с этим, я не знаю. Но я, допустим, с трудом читаю. Но пишущая машинка у него была, и он когда-то что-то вот, ну, допустим, какое-то письмо кому-то надо написать или что-то, короткую статью, он печатал. Но печатал он, конечно, не так быстро, как профессионалы, по одним пальцем, наверное. Поэтому у него выходило это долго, и он предпочитал писать рукой.
Ну вот семьи бывают разные, бывают очень вот такие семьи, которые в целой родней собираются. Мы знаем, что Николай Егорович вот, чисто вот такой в семейном плане такой человек был именно радушный со своим родственником и так далее. И вообще, собирались ли вы большой родней где-нибудь, ну, например, на какое-то чаепитие с детьми Аксентия Мординова и с ним самим и так далее? Ну, конечно, это... А как по-другому? Это, наверное, очень весело у вас так проходило и так далее, да? Ну, у нас почему-то это редко происходило. В основном собирались, насколько я помню, у Авсентия Егорыча. Ну, собирались родные. Очень интересные факты мы узнали, Федор Лазаревич, сегодня. Ну и давайте сейчас завершающий вопрос. Какое место имеет оформление вообще как личности вашей, вот ваш дед? Ну, я думаю, очень значительное место занимает в моей жизни, в формировании меня. У меня нет отца. И вот место отца занял дед. На его примере я смотрел, кто такой мужчина, каким он должен быть, отношение к жизни, отношение к людям. Ну, в общем, дед перед глазами всегда был. И ориентир в жизни, это вот был он. Сформировал-то и он меня. Федор Иванович, вам крупно повезло в этом плане. Вот, ну, такой вот писатель, да, и человек много знающий. Это вообще замечательно иметь такого деда. Вот, и вот как раз это был, получается, ваш подарок судьбы, да? Некий вот такой подарок судьбы. Вот. Ну вот, дорогие подписчики, сегодня мы поговорили с внуком якутского народного писателя Аммачырия Федором Лазаревичем Абутовым. В дальнейшем у нас будут такие же интересные встречи с интересными людьми, поговорим о непосредственным участием каких-то событий, поэтому до новых встреч.